Из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Келасур, в связи с чем в воскресенье ночью сорвало 30 метров трубы напорного водовода, который проложен через реку. По словам работников водоканала, такое здесь происходит часто, но оператор насосной станции и местные жители вовремя отреагировали, и специалисты уже приступили к ремонтным работам. Вот этот житель сперва увидел, он услышал, он говорит, я с ним разговаривал. Он говорит, я на улице стоял, курил и услышал стук, говорит. Ну, я сперва думал, говорит, дерево упало. Потом, говорит, понял, говорит, что это не дерево. Пришел, посмотрел и увидел. Но к тому времени уже оператор выключил насос. 2 года тому назад вот тоже вот так река уносила эту трубу, но тогда полностью унесло от того берега до этого. Вся труба была унесена. Мы тогда даже траншею выкопали, уложили на глубине 1,5 метра. Но здесь течение реки сильное, оно смывает этот песок, и раньше тоже это происходило. Трубы сначала достанут из воды, после чего соединят на суше. На завершающем этапе их надо поднять специальным краном и соединить с 2 концов. Техникой обеспечены, нам экскаватор вот этот предоставила горнорудная компания, вот дробилка, которая называется, предоставила, и кран, экскаватор свой, остальная техника тоже наша своя. Вот то русло реки надо перекинуть вот сюда назад. А вот этот объем, вот экскаватор для этого и пригласили, чтобы перекинуть, вот там где-нибудь в узком месте перекинуть русло реки на тот берег, чтобы вот здесь можно было работать. Но вот это течение и объем, вот как он сможет оперативно вот это вот все сделать, экскаваторщик, вот от этого много будет зависеть. Мы сварочные работы, я думаю, сегодня, завтра мы уж точно закончим сварочные работы без подключения. И я думаю, послезавтра, в четверг к вечеру закончим, если вот воду сможем перекинуть. Этот водовод обеспечивает турбазу, села Дзукта и Баслата, улицы Джанба, Комсомольская, Братьев Зантаря и частично Кадорское шоссе. Поэтому на время проведения ремонтных работ потребители вышеперечисленных районов останутся без центрального водоснабжения. Однако будет организован подвоз питьевой воды. Работы планируют завершить 26 января. Лаура Капш, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.